В воскресенье первой седмицы Великого Поста, которая называется «Неделя православия», правящий архиерей Казанской епархии, архиепископ Казанский Татарстанский Анастасий совершил божественную литургию в Петропавловском соборе города Казани. Братья святого храма сего, и вас, всех православных христиан, да поменет Господь Бог во царстве Своем, всегда ныне присно и во веки веков. С древних времен в этот день установлено празднование торжества православной церкви над лжеучениями, поэтому по-другому этот день еще называют торжеством православия. Праздник торжества православия – это прежде всего путь к спасению души. Это путь к тому, чтобы делать добрые дела. Это путь к тому, чтобы все мы стали чуть-чуть добрее к своим близким, к друзьям, знакомым и к незнакомым людям. К тому, чтобы наша душа получила исцеление. И с приходом Пасхи мы могли воскликнуть «Христос воскресе!». Данный праздник был установлен в Византии в IX веке в память окончательной победы церкви над всеми крупными ересями, возмущавшими христиан, и особенно над последней из них – иконоборчеством. Важное место в богослужении этого дня занимает так называемый чин торжества православия, состоящий из чтения символа веры, произнесения анафемы на врагов христианства, провозглашения вечной памяти всем защитникам Христового учения и многолетия патриархам, митрополитам, архиепископам и всем православным христианам. Чин торжества православия был совершен и в Петропавловском храме. Сей Бог наш, руководствуя к онному спасительному обетованию, не свидетельственно себе оставит, но хотящее бытие спасения произвести первее через отцев и пророков. По окончании богослужения владыка Анастасий обратился к молящимся со словами поучения, в которых укрепил верующих в несении подвига поста. Торжество заключается в том, что на Седьмом Вселенском соборе святые отцы утвердили и подтвердили истинность учения Церкви Христовой, утвердили иконопочитание, утвердили догматы, которые до сего времени сохраняются в нашей православной церкви неизменными, и так будет до скончания века, до пришествия Христова. Мы можем стать наследниками того духовного богатства, которое сохранили нам святые отцы от апостольских времен и до настоящего времени, и которые были утверждены истины, утверждены на Никейском соборе. И я верю, что Господь никогда не оставит церковь свою, не оставит нас, верующих в Него, и не оставит нас, церковь, как внешне, так и внутренне, будет всегда поддерживать и укреплять нас силой благодати Святого Духа.